Дело семьи Халлоул является довольно сложным и нетипичным во всех аспектах. На первый взгляд они были обычными, ничем не примечательными людьми, настолько, что ни коллеги по работе, ни соседи не могли сказать о них ничего плохого. Но в то же время это семейство словно притягивало разного рода проблемы и неприятности, а вокруг них происходили странные, даже жуткие вещи. Когда мать семейства оказалась жестоко убита при загадочных обстоятельствах, главными подозреваемыми тут же оказались ее сыновья. И чем дольше детективы распутывали эту странную историю, тем больше пугающих семейных тайн они открывали. Несколько поколений семейства Халлоул проживало в небольшом городке округа Марин, что в юго-западной части штата Калифорния. Они не были богатыми, но владели просторным двухэтажным домом в некорпоративном поселении на берегу живописного озера. Этот объект недвижимости был приобретен еще в середине 50-х годов прошлого столетия, так что там успели пожить 3 поколения. Стоит отметить, что всего на том озере располагалось 1,5 десятка домов, жители которых много лет проживали бок о бок и хорошо знали друг друга. Здесь сформировалось небольшое сплоченное сообщество, уровень преступности был практически нулевым, а чужаков там не появлялось. Само поселение буквально утопало в зелени и выглядело поистине райским местечком. В 1965 году супруги Халлоул после долгих десятилетий и безуспешных попыток обзавестись детьми приняли решение взять младенца, от которого отказались биологические родители. Их выбор пал на 3-месячную девочку, которой они дали имя Денис. Эта малышка стала центром вселенной для своих приемных родителей. Она росла в любви и заботе, получила хорошее образование и имела возможность заниматься тем, что по-настоящему любила – экстремальными видами спорта. В возрасте 20 лет Денис, еще будучи студенткой, впервые вышла замуж за парня по имени Ричард, с которым они вместе учились и разделяли страсть к прыжкам с парашютом. Собственно, в день свадьбы молодожены и их свидетели совершили очередной прыжок, и в процессе свободного падения парочка обменялась кольцами. Первый студенческий брак не продлился долго, потому как молодые люди попросту оказались не готовы к семейной жизни, решению бытовых проблем и так далее. Они развелись спустя 2 года после свадьбы, после чего каждый пошел своей дорогой, и их общение полностью прекратилось. В 1998 году 33-летняя Денис во 2-й раз сочеталась с законным браком. На сей раз ее избранником стал некий Бенджамин, который был почти на 10 лет старше нее. Супруги мечтали о детях, но у женщины диагностировали проблемы со здоровьем, из-за которых она так и не смогла забеременеть. Пара решилась на усыновление, но подошла к этому вопросу весьма нестандартно. Вдохновленные примером голливудской кинодивы Анджелины Джоли, в 2006 году 41-летняя Денис и 51-летний Бенджамин усыновили мальчика по имени Карлос. Малышу на тот момент едва исполнилось 4 года, и он был уроженцем Гватемалы, а процедура усыновления стоила супругам немалых усилий и средств. Год спустя пара усыновила еще одного мальчика, которого звали Анхель. Его они привезли из Гондураса и также потратили на оформление документов массу денег и сил. Несмотря на наличие 2 детей, семейная жизнь супругов складывалась далеко не лучшим образом. В 2012 году пара решила развестись, и приемные сыновья остались жить с матерью. После расставания Бенджамин переехал в другой штат и более никогда судьбой мальчиков не интересовался. К тому времени приемных родителей Денис уже не было в живых. Она унаследовала дом на озере Сидра и решила перебраться туда вместе с детьми. Халлоул работала простой учительницей в одной из средних школ округа Марин, зарабатывала немного, но им с мальчиками вроде бы хватало на жизнь. Окружающие характеризовали ее как интеллигентную, достаточно умную и неконфликтную женщину. На работе ее ценили и уважали. Соседи также не могли сказать о ней ничего дурного. Денис в одиночку воспитывала 2 приемных детей, и ей приходилось с ними очень нелегко. Оставшись без отца, мальчики совершенно отбились от рук, и она попросту не могла совладать с ними. Больше всего хлопот доставлял Анхель, который еще в младшей школе отказывался подчиняться и следовать хоть каким-то правилам, а также демонстрировал вспышки ярости и приступы неконтролируемой агрессии. Он не просто шалил или хулиганил, а буквально нападал на других детей, и его поведение порой было откровенно опасным, ибо он мог причинить вред себе и другим.
Карлос тоже вел себя не лучшим образом, но тем не менее он был более тихим, редко конфликтовал с кем-то открыто. Хотя если драка казалась неизбежной, он всегда был первым. Мальчик с трудом шел на контакт со сверстниками, у него почти не имелось друзей, но он нашел некую отдушину в занятиях спортом. Между собой братья никогда не ладили, и, прожив под одной крышей в одной семье много лет, они не то что не сблизились и не нашли общий язык, а откровенно враждовали. Мальчики постоянно дрались в кровь и буквально ненавидели друг друга. При этом их приемная мать не считала это какой-то серьезной проблемой и никогда не обращалась по данному поводу за помощью к специалистам. В возрасте примерно 9-10 лет Анхель окончательно вышел из-под контроля. Он систематически прогуливал школу. Учителя постоянно жаловались на его поведение и агрессию в отношении окружающих. А еще он стал воровать. Примерно в это же время мальчик впервые сбежал из дома и несколько дней пропадал неизвестно где. После этого он начал сбегать регулярно, а учебу забросил. В сентябре 2016 года в дом Халлоул наведались представители официальных служб из-за постоянных жалоб учителей на поведение мальчиков и регулярных побегов Анхеля. Они хотели посмотреть, в каких условиях живут дети, и побеседовать с ними, но внезапно столкнулись с чем-то тревожным и пугающим. Денис с мальчиками находилась дома и явно не ждала никаких гостей. Тем не менее, она впустила офицера и представителей службы опеки, потому как у нее не было оснований им отказывать. Первое, что бросалось в глаза, окна на первом этаже были до середины закрыты изнутри картоном, так что с улицы оказалось невозможно разглядеть, что происходит внутри. В доме с 2 детьми не было никаких игрушек, велосипедов, роликов или чего-то связанного с типичными увлечениями мальчишек их возраста. Там, в принципе, мало что имелось, за исключением лишь базовой мебели, оставшейся от родителей, старого холодильника и стиральной машины. Кровать стояла только в комнате Дениса, а мальчики спали на надувных матрасах, валявшихся просто на полу. Но наибольший шок и недоумение вызвала комната Анхеля. Это помещение походило не на детскую, а скорее на одиночную тюремную камеру. Тяжелая деревянная дверь, помимо стандартного замка-фиксатора с поворотным механизмом, была оснащена снаружи массивным металлическим засовом. Также там имелось маленькое окошко, которое тоже запиралось на замок. Вероятно, оно служило для того, чтобы передавать еду и воду, не открывая дверь полностью. Внутри комнаты царил полумрак. Окна здесь были полностью закрыты картоном. На лежавшем в углу матрасе сидел Анхель, а в другом углу стояло дурно пахнущее ведро, на треть заполненное отходами человеческой жизнедеятельности. Запах в помещении был соответствующий, но маленький узник оказался не столько напуган, сколько зол. Обоих детей и их мать тут же доставили в полицейский участок. С детьми работал психолог, а женщину допрашивали относительно происходящего в ее доме кошмара. Денис утверждала, что запирала сына в комнате исключительно в целях безопасности, дабы дети не дрались и чтобы предотвратить очередной побег младшего ребенка из дома. Мало того, что звучали такие доводы крайне неубедительно, так еще и Анхель стал жаловаться на то, что Карлос постоянно избивает его, всячески унижает и угрожает убить. Мама никогда за него не заступалась, поэтому ему приходилось убегать из дома, опасаясь за свою жизнь. После пары подобных побегов его стали запирать в комнате, и порой такое заточение длилось по несколько дней. У мальчика даже не было возможности нормально сходить в туалет, и ему просто поставили пластиковое ведро, дабы он справлял естественную нужду туда. Еду и воду ему передавали через то самое окошко, которое все остальное время было заперто на замок. После этого рассказа Денис арестовали, а мальчиков решили временно поместить в приют, чтобы потом подобрать для них новые приемные семьи. Дальнейшую судьбу женщины должен был решить суд, но в дело неожиданно вмешался Карлос, который стал всячески заступаться за приемную мать. По его словам, его младший брат представлял угрозу для себя и окружающих. С ним никто не мог совладать, а мама просто пыталась их защитить. Карлос рассказал, что однажды Анхель напал на одноклассника с ножом, и лишь чудом никто не пострадал. Его слова подтвердили учителя, признавшись, что они замяли тот инцидент по просьбе своей коллеги, родительницы мальчика.
Карлос говорил, что хочет вернуться домой и жить с матерью, как прежде. На всех слушаниях он вставал на сторону Денис и просил не лишать ее родительских прав. Другие свидетели из числа родственников и соседей Халлоул ничего по существу сказать не смогли. Они называли семью благополучной, а Денис считали хорошей матерью. Выходило, что женщина действительно была невиновна и просто не могла совладать с младшим приемным сыном, который, вероятно, имел какие-то психические расстройства и представлял угрозу для окружающих. В результате Анхеля отправили сначала в психиатрическую клинику, затем в приют для проблемных детей, а после в новую приемную семью. Денис же в конечном счете полностью оправдали и восстановили ее в родительских правах на Карлоса. Парень, как и хотел, вернулся в прежний дом у озера и продолжит жить привычной жизнью. 13 июля 2019 года около 6 часов вечера в службу спасения округа Марин позвонил перепуганный Карлос и сообщил о том, что на его маму напали. 17-летний парень умолял полицейских и медиков приехать как можно скорее и встречал их еще на подъезде к дому. Карлос провел правоохранителей в комнату своей матери, где перед ними предстала ужасающая картина. Женщина лежала на кровати на боку, в ее затылке торчал топор, а по подушке расплывалось огромное кровавое пятно. На момент прибытия спецслужб женщина еще подавала признаки жизни, но спасти ее, к сожалению, не удалось, и она скончалась по пути в больницу. Единственным свидетелем произошедшей трагедии являлся Карлос, который поведал довольно странную историю. Парень сообщил, что в тот день они с мамой отправились на похороны родственников в соседний город, а после остались там на поминальный обед. Они вернулись домой около 4:30 вечера. Будучи сильно уставшими, прилегли отдохнуть, после чего он сразу уснул. Около 6 вечера Карлос проснулся от странного шума и лая собак. Он выглянул в окно и увидел, что вольер открыт, а их псы бегают по двору. Тогда парень решил проверить, все ли в порядке с его мамой. Вошел в ее комнату, увидел женщину смертельно раненой и сразу же сообщил о случившемся в экстренные службы, надеясь, что Денис окажет помощь. Когда у парня спросили, кто мог желать зла его матери, тот, не раздумывая ни секунды, назвал имя Анхеля. По его словам, только младший сын так сильно ненавидел Денис, что был готов убить ее. Также Карлос отметил, что брат мог убить и его, но почему-то не сделал этого, и добавил, что теперь он не может чувствовать себя в безопасности. Побеседовав со свидетелем, правоохранители решили незамедлительно разыскать и допросить Анхеля, потому как на данный момент он являлся единственным подозреваемым. Однако они сразу же столкнулись с проблемой. Никто не знал, где находится 15-летний парень. После того, как представители службы опеки забрали его от Халлоулов, он сменил еще несколько приемных семей, но нигде так и не смог ужиться. Он испытывал серьезные проблемы с социализацией, ни с кем не находил общий язык, вел себя агрессивно и постоянно сбегал. Около года назад Анхель сбежал от очередных приемных родителей, и на сей раз его так и не удалось разыскать. Местонахождение его оставалось неизвестным по сей день, и полицейские теперь всерьез полагали, что он мог начать мстить, и выбрал в качестве жертвы бывшую приемную мать, отношения с которой у него всегда складывались далеко не лучшим образом. Примечательно, что на месте преступления не обнаружили никаких следов взлома. С собаками Анхель тоже всегда ладил лучше, чем с людьми, и эти обстоятельства еще раз косвенно подтверждали его вину. Орудие убийства злоумышленник взял на заднем дворе. Из дома ничего не пропало. Даже наличные и банковская карта остались лежать на прикроватной тумбочке рядом с Денис. А значит, единственной целью преступника была расправа над женщиной, явно носившая личный мотив. Опрос жителей других домов, расположенных на озере, ничего толком не дал. О семье Халлоул никто не мог сказать ничего плохого, хотя соседи и признавались, что общались с ними не так часто. Денис все считали спокойной, уравновешенной и интеллигентной женщиной. Она с детьми поселилась в доме сравнительно недавно, но ее родители здесь хорошо знали.
Вот только вскоре после переезда женщины с детьми в дом на озере в округе начали происходить очень странные и пугающие вещи. У местных жителей с завидной регулярностью стали пропадать домашние животные. Сперва это были кошки и собаки, которых потом находили в разных местах растерзанными. Эти случаи поначалу списывали на нападение диких зверей, но состояние останков наталкивало на мысли о том, что где-то неподалеку орудует жестокий садист. Позднее у людей начали пропадать козлята, жеребята и прочий молодняк. Этих животных также потом находили со следами пыток, рубленными и рваными ранами, выколотыми глазами и прочими жуткими увечьями. Местные жители даже обращались в полицию, но там, видимо, решили, что у них есть дела поважнее, чем расследовать случаи гибели скота, собак и кошек. Примечательно, что никто и никогда не связывал происходящее в поселке с семьей Халлоул, члены которой даже помогали искать пропадавших питомцев. Денис хорошо общалась со всеми, но ни с кем из соседей не дружила близко, поэтому никто не бывал в их доме. О проблемах в семье Халлоул многие не догадывались и даже не знали о том, что младшего из сыновей отдали другим приемным родителям, считая, что мальчик живет у родственников в городе, как и старший мальчик ранее. Информация о том, что Карлос некоторое время жил у каких-то других людей, всерьез заинтересовала правоохранителей. Они решили подробнее разузнать об этом, а также пообщаться непосредственно с теми родственниками, у которых находился парень, чтобы выяснить, по какой причине это произошло. Как оказалось, Карлос также был проблемным сыном, но об этом никто из окружающих даже не догадывался. В возрасте 14 лет он пристрастился к спиртным напиткам, затем начал экспериментировать с различными запрещенными препаратами и стал попросту неконтролируемым. Парень был вспыльчивым, проявлял агрессию и жестокость даже к матери и своему младшему брату. Денис показала сына специалистам, и именно тогда у него диагностировали биполярное аффективное расстройство, а также признаки обессивно-компульсивного расстройства, которые усугублялись на фоне приема алкоголя и психотропных препаратов. Он непродолжительное время лечился в клинике, но затем его отправили домой, назначив лекарства, которые парень попросту выбросил. Школу Карлос забросил в возрасте 16 лет, но некоторое время умело скрывал это от матери, каждое утро делая вид, что уходит на учебу. Когда правда раскрылась, разгорелся серьезный скандал, а потом юноша принял большую дозу сильнодействующих обезболивающих, запив их спиртным, и едва не умер от этого смертоносного коктейля. Денис вовремя вызвала скорую, ее сына удалось спасти. После этого случая одна из родственниц Халлоул, которую звали Стефани, предложила свою помощь в решении сложившейся ситуации. Ее сын в подростковом возрасте также страдал от бар и проблем с поведением. Женщина читала много литературы на эту тему и испытывала на своем ребенке различные методы терапии. Со временем парень, видимо, просто перерос сложный период, повзрослел, получил образование, уехал в другой город и жил вполне обычной жизнью. Стефани же была абсолютно уверена в том, что это она и ее терапия излечили сына. Женщина возомнила себя специалистом в этой области, хотя не имела никакого образования, а опиралась лишь на советы из интернета и разных книг. Она решила повторить опыт с сыном родственницы и предложила Карлосу на время лечения переехать в ее дом. Карлос около полугода жил в доме родственницы, а мать регулярно навещала его. Там же проводились так называемые сеансы психотерапии. Стефани предложила записывать происходящее на пленку, дабы потом иметь возможность все анализировать, сравнивать и оценивать прогресс в лечении. Все эти записи хранились у нее дома, и после убийства Денис они стали важными уликами. Как оказалось, отношения матери и сына были далеки от идеальных. Женщина винила парня во всех своих бедах и неудачах, неоднократно выражала сожаление о том, что вообще когда-то решила его усыновить, называла отбросом, говорила, что его никто никогда не полюбит, и он никому не нужен. Кроме того, в тот период у Денис возникли серьезные финансовые проблемы. Она лишилась работы в школе и перебивалась редкими нестабильными подработками. Женщина требовала от приемного сына, чтобы тот устроился на работу и помогал ей. Сначала она отказывалась покупать ему одежду, аргументируя это тем, что у нее нет денег, а потом перестала кормить его. Мать говорила, что может приготовить ему только ту еду, которую он купит себе сам.
Дальше было только хуже. Денис стала опускаться до оскорблений в адрес Карлоса. Она неоднократно упоминала о том, где они с мужем подобрали мальчика. Говорила, что без нее он бы давно уже подох от голода и болезней в каком-нибудь гетто. Женщина позволяла себе грубые российские высказывания, отмечала, что усыновление стоило ей немалых денег и даже требовала, чтобы сын возместил ей эти затраты. Но, несмотря на все это, примерно за месяц до трагедии Карлос сам изъявил желание вернуться к матери и снова жить с ней в одном доме. По просьбе Стефани он даже составил список, в котором перечислил аргументы в пользу своего возвращения. В их числе было желание наладить общение с матерью. Также Денис поддерживала его желание поступить в колледж, так как считала получение образования важнейшим этапом жизни, и даже пообещала помогать с оплатой учебы. Стефани предложила Денис установить в доме несколько камер в тех комнатах, где они с сыном чаще всего общаются, дабы она могла продолжать отслеживать и анализировать поведение парня. Идея казалась глупой, но Денис охотно согласилась, отчасти в целях собственной безопасности. Она явно не доверяла сыну и опасалась, что он в порыве ярости может сделать что-то ужасное. К слову, те самые камеры, а также мобильный телефон Денис загадочным образом исчезли из дома. При этом сами устройства видеонаблюдения были отключены за день до трагедии. Карлос утверждал, что не имел к этому отношения, и мама решала данные вопросы сама, а ее телефон он не видел вовсе и понятия не имел, где тот мог находиться. За неделю до преступления между матерью и сыном произошел очередной конфликт, переросший в драку, свидетелем которой оказался один из соседей. Он вмешался в происходящее и пригрозил, что вызовет полицию, если подобное повторится еще раз. После убийства женщины Карлос тут же попал в число подозреваемых. Но так как против него не имелось весомых улик, с парнем лишь побеседовали и отпустили домой. А главным подозреваемым на тот момент все еще являлся его пропавший брат Анхель. На следующий день после трагедии к Карлосу пришел живший по соседству парнишка, с которым они были ровесниками и поддерживали приятельские отношения. Он выразил свои соболезнования в связи со случившимся, но Халлоул вовсе не выглядел расстроенным и сказал лишь, что ему нужно продержаться 3 недели до своего совершеннолетия, после чего он продаст этот проклятый дом кошмаров и навсегда уедет отсюда. Соседский парень был шокирован его словам и пугающим хладнокровием. Он рассказал об этом разговоре с своим родителям, а те, в свою очередь, сообщили обо всем в полицию. После этого Карлоса повторно задержали, чтобы еще раз допросить, но никакой новой информации от него не получили. К расследованию решили привлечь водолазов, чтобы прочесать озеро, так как имелись подозрения, что пропавшие камеры и мобильный телефон находятся где-то на дне. Водоем был не слишком большим, так что поиски вскоре увенчались успехом. Впрочем, от камер не было никакого толку, ибо они были отключены заблаговременно, и запись не велась. А вот анализ данных телефона Денис показал, что он был включен всего за 10 минут до звонка в службу спасения, а за четверть часа до отключения Денис переписывалась со своей подругой. Это позволило с точностью установить время нападения на женщину. Карлос утверждал, что все это время спал, ничего не видел и проснулся лишь когда услышал лай собак во дворе. Однако анализ активности его телефона показал, что он пользовался устройством, в том числе незадолго до предполагаемого времени смерти Денис. Более того, его ближайший сосед видел в окно, как парень выходил на задний двор, к сараю, около 5:30 вечера. Когда полицейские рассказали Карлосу обо всем, что им стало известно, а также о том, что его заметили соседи, он начал юлить и путаться в показаниях. В конце концов он признался, что действительно выходил на улицу и рубил дрова на заднем дворе, чтобы успокоиться и, как говорится, выпустить пар после бурной ссоры с матерью. В какой-то момент, по его словам, он зашел в дом, дабы попить воды. На 5 минут присел на кухне, и в этот момент услышал лай собак. Он вышел на улицу и не увидел, кто выпустил животных, поэтому пошел в комнату матери, чтобы узнать, не она ли это сделала, и увидел ее, лежащей на кровати с топором в затылке.
Карлос продолжал отчаянно настаивать на своей невиновности и утверждал, что мать убил его сбежавший младший брат. Адвокат взял эту версию за основу для выстраивания линии защиты. Так как прямых улик против задержанного не имелось, а Анхеля по-прежнему не удавалось найти, его нельзя было сбрасывать со счетов, и парнишка продолжал фигурировать в деле в качестве подозреваемого. Переломный момент в расследовании произошел в начале 2020 года, когда на след Анхеля наконец-то удалось выйти. Оказалось, что он находится в другом штате и содержится в специальном учреждении для несовершеннолетних преступников. Туда он попал после кражи со взломом, но представился другим именем, из-за чего его личность не удавалось установить. На момент совершения преступления Анхель уже находился в местах лишения свободы, так что никакого отношения к расправе над приемной матерью он иметь не мог. Его доставили в Калифорнию, дабы тот выступил на суде в качестве свидетеля. Он рассказал о том, что его брат является настоящим монстром, который всячески издевался над ним и матерью, а также мучил и убивал животных, которых потом находили по всей округе. Карлос, не имея другого выхода, решил пойти на сделку со следствием и признать свою вину в убийстве матери. Вот только назвать мотив своего поступка он так и не смог. Парень просто сказал, что ненавидел мать, мечтал продать дом, в котором они жили, и уехать как можно дальше. А решение проблемы пришло к нему в голову спонтанно, когда он рубил дрова. Таким образом, подсудимый хотел доказать, что преступление не было спланировано заранее. Он действовал спонтанно и даже пытался сослаться на временное помешательство. Однако отключенные заранее, а после демонтированные видеокамеры указывали на обратное. В марте 2021 года Карлос был признан виновным в предумышленном убийстве своей приемной матери. Его приговорили к пожизненному лишению свободы без права на УДО. Однако, так как на момент совершения преступления он являлся несовершеннолетним, суд признал за ним право на пересмотр приговора в 2041 году. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие, не менее шокирующие видео на моем канале. До скорых встреч!